Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров. Следовательно, она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях. Реакции украинских властей на данное заявление нет, а тем временем оккупационные власти Крыма сообщили, что не могут подавать воду для жителей многоквартирных высотных домов в Симферополе из-за низкого давления, а значит, люди на верхних этажах воды не дождутся. Вот такая критическая ситуация сегодня с водой на территории Крыма. Знаете, в человеческом плане эта ситуация, возможно, выглядит действительно очень непростой и неоднозначной. Да, страдают многие люди, в том числе вот в жилых домах, да, проблемы с подачей. Но это если взять чисто человеческие, возможно, впечатления от того, что мы видим сейчас. Если же вернуться к нормам международного права, то есть с точки зрения формальной, посмотреть на это все, то да, вот то, что сказала Захарова, оно было бы так, если бы не было аннексии. То есть если есть аннексия, то тогда нужно апеллировать к другим документам, к нормам международного права, к тем, которые регулируют обязанности оккупирующего государства. То есть они оккупировали, Женевские конвенции 1949 года, то есть оккупирующая сторона несет полную ответственность за ту территорию. Кроме того, если говорить о политической составляющей, слушайте, я вот одно вот вспоминается в связи с этим. Говорили, да хоть камни с неба некоторые, да? Ну камни с неба, они посыпались. Мы видим что? Мы видим вот проблемы с водой. Это та проблема, которая на самом деле была четко акцентуирована много-много раз с самого начала аннексии. Рассказывали, что нет, Крым просто так, Хрущев подарил Украине и так далее. Хотя опять-таки было понятно, что Крым связан в том числе с водой, которая поступает с территории именно Украины, да? То есть с континентальной части, так сказать. Поэтому если камни с неба, то должны каждый теперь заплатить за то, что тут. Это не камни с неба. Но мы видим, в любом случае, мы видим, что на самом деле вот сейчас, знаете, рушится в силу обстоятельств миф о том, что Крым в составе Украины был под надуманным каким-то предлогом. Нет никакой надуманности на самом деле. Понятно, что страдают от этого люди. Я вот когда это прочитал, новость, что перекрыли реку, да, перегородили, и дальше по течению река не течет. Я же думаю, это вот сельскохозяйственные районы, они в итоге страдают из-за того, что вот перекрыли ее течение, и всю воду из водохранилища выбирают для поставки в города. Но на самом-то деле, если разобраться, почему страдает население сейчас, да? Нерациональное использование. Во-первых, это аннексия. Украина, если бы не прекратила поставки воды на полуостров, то каким образом можно было бы показать, что Крым в составе Украины — это не надуманно?